Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Мужчина в вашем сердце. Чего он боится, о чем он переживает. Давайте сейчас на потаенное посмотрим, что он там прячет у себя внутри. На его страхи, на его переживания. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени. Мысленно либо вслух задайте ему вопрос. Так и спросите: мой милый, дорогой, чего ты боишься, о чем ты переживаешь? И пусть нужная информация вас, мои дорогие, обязательно найдет. Итак, давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Что чайник разобьется. Он боится и переживает, что чайник разобьется. Чайником обычно показывают семью. Возможно, девочки, вы загадали на мужа, либо на мужчину, с кем вы уже как будто бы семья, либо он вас видит и ощущает своей семьей. Вот он боится, что чайник разобьется, что семьи не будет, что продолжения не будет, что вы не останетесь с ним, либо что-то помешает вам быть вместе. Об этом он боится. За это он переживает. Если вы муж и жена, либо вы, например, на расстоянии находитесь, но вы уже как бы очень близки, то ему страшно, что все закончится, вот в один момент закончится. Его тревожные мысли связаны с тем, что вы очень сильно за последнее время изменились. Вы очень сильно выросли. Я так понимаю, выросли. Тут имеется в виду не рост, не физиология, а именно ваше отношение к жизни. То есть вы очень поменялись. Вы уже не та робкая девушка, вы уже не тот наивный, как ребенок, вы стали абсолютно самостоятельной, независимой женщиной, уверенной в себе, понимающей, что я хочу, что мне надо, как я это вижу, как мне этого добиться. Вы не полагаетесь на мужчину и от мужчины ничего не ждете. Либо вы ему четко дали понять, что я сама могу все, я абсолютно независима. И мне там все равно, где ты, что ты, но я могу все. Вот все, что мне нужно, я от жизни получаю. Может быть, у вас какой-то прогресс в работе, либо в бизнесе, какие-то хорошие результаты, либо карьерный рост. И мужчина такой: о, все, я ей не нужен, у нее теперь свои деньги, у нее теперь все хорошо. Чем же я смогу ее заинтересовать, чем я могу ее удержать? Очень изменились. Может быть, вы загадали на мужа, но у вас с ним, например, какие-то проблемы в отношениях, и вы действительно от него отдалились. И он так, знаете, не на шутку напугался. И он не знает, что ему теперь с этим делать. Он не знает, как этот чайник ловить, как его удержать, так, чтобы он не разбился, а наоборот, например, закипел, чтобы пар из него пошел. То есть, чтобы действительно была любовь, счастье, и семейное благополучие. Мне еще идет, что мужчина перед вами в чем-то виноват, и он очень сильно переживает. То ли вы узнали, и он теперь не знает, как ему искупить свою вину перед вами, то ли вы еще не знаете, но он очень боится, что вы узнаете, что вы ему это не простите, что будут проблемы, и проблемы очень серьезные, и по-любому чайник разобьется, потому что вы, такая девушка, цену себе знаете, вы не будете ни терпеть, ни забывать, ни прощать. Вот какая-то вина на нем, что-то он такое сделал, где-то он там оступился, и теперь очень сильно этого боится. Если вы все знаете, то, наверное, четко дали ему понять, что пошел бы ты не буду я тебя прощать, ты уже как бы свой шанс потратил, Сейчас я хочу на картах еще посмотреть, в чем он виноват. А если не знаете, то ему кажется, либо он в панике, что вы можете в любой момент узнать.
и как вот правильно поступить. Упасть вам в ноги и покаяться, да, и надеяться на лучшее. Либо играть свою роль до конца. Да, то есть там отмалчиваться, отнекиваться и говорить, нет, это не я, меня подставили. Вообще, как бы, это ни при чем. В чем его вина? Давайте посмотрим. В чем его, ну вот, действительно, вина. Есть тайна, есть секрет. О, ну как мышь поступил, как крыса поступил он. Да, за такое не прощают и такое не забывают. Он очень плохо поступил, я не могу сказать, в чем его вина. Но поступил как крыса, как мышь, как предатель, как обманщик. Может быть, даже как-то связано, ну вот дом, может, кого-то в дом приводил, да? Может быть, он, не знаю, помогает кому-то в ущерб вашим отношениям, в ущерб вашей семье, допустим, да, там бывшую содержит. Может быть, что-то связано с его семьей, там родители, но может быть связано с чужим домом, где он побывал. Ну вот теперь боится, что вы все узнаете. Да, как бы он тут башню не строил, но все равно я вижу, что информация вам либо уже поступила, либо поступит в ближайшее время. То есть не зря он боится, очень даже не зря. И ты знаете, еще так показано, что как назло у него еще с деньгами какие-то проблемы. Может быть, это тоже взаимосвязано. Может быть, когда он вас, наоборот, не расстраивал, но радовал, любил и удивлял, да, у него там и в делах, на работе все хорошо было, и деньги к нему приходили. А как только он вас стал огорчать, как только он стал вот, какие-то глупости делать, заниматься глупостями, так от него даже удача отвернулась. То есть у него там какие-то проблемы серьезные пошли, где-то подставили, где-то не доплатили, где-то не заплатили, где-то вообще послали на 3 буквы, где-то сам ошибся, попался. Да, вот как-то так мне идет. То есть теперь он буквально понимает, что он теряет. Он не только женщину всей своей жизни теряет, ну, может потерять, но еще и удачу, да, потому что уйдете вы, и уйдет удача. Либо вот нельзя вас обманывать, нельзя вас предавать, иначе вся удача из его жизни уйдет. Вот прям он параллели проводит, и голова аж от страха кружится. Вот как я мог быть таким глупым, как я на это пошел. Почему-то он винит какого-то человека, то ли друг это какой-то, может быть, друг его там потащил куда-то погулять, может быть, друг виноват, да, в том, что вот с ним это приключилось. Какой-то мужчину винит, говорит, я ему не прощу, потому что он меня так подставил. Теперь вот на грани стою и не знаю, что будет завтра. На самом деле вы этого мужчину не раз уже прощали, либо не раз закрывали глаза на какие-то его там недочеты, либо на какие-то его там оплошности. Но опять же, вы хоть и добрая девушка, но прощать всегда и быть жертвой вы не хотите. Это прям не ваше амплуа, это не ваша роль. Наоборот, даже вот вы кому-то могли рассказывать, что нужно там себя любить, себя ценить. Нельзя там под мужчину прогинаться, да? Какие-то вещи, я вижу, что вы кому-то рассказывали, либо кого-то даже учили. А тут, если с вами такое приключится, конечно, вы не будете ни ждать, ни терпеть. Еще мужчина понимает, что он был большой улиткой. Видите, вот она большая улитка, это он так про себя говорит, он так себя показывает. Улитка очень глупая, очень медлительная. Вот надо было что-то раньше сделать. Допустим, раньше нужно было предложить вам руку и сердце, раньше нужно было жениться, раньше нужно было там, не знаю, ребенка завести, а раньше нужно было там что-то решить, что-то сделать. Он говорит, это потому что я вот такой медленный, потому что я как улитка. И поэтому у меня такие сейчас неприятности в жизни. Ну вот смотрите, больше всего в жизни он боится вас потерять, боится, что ваши отношения закончатся. На втором месте его страшит будущее, когда у него нет удачи, когда у него нет везения. Но опять же, мне еще кажется, что вы его здорово вытаскивали, вы ему либо что-то советовали, либо
пользуясь своими талантами, способностями, вы могли ему там давать классные советы, вы могли ему там подсказки давать, вы там, в людях разбираетесь, возможно, вы и в бизнесе разбираетесь, да, там, могли вот всячески его там подводить к нужным вещам, подсвечивать там, где он не видел, либо наоборот оттягивать там, где, например, там ничем хорошим не закончится. Вы для него не просто женщина, вы не просто любовь, вы для него нечто большее. Вы как будто бы его душа, что ли. Но вот сейчас он себя чувствует, что вот душа вылетает из тела, он ничего с этим поделать не может. Он пытается там сопротивляться, бороться, но что ты сделаешь, да? Что ты уже сделаешь? Он хотел бы какое-то прошлое отменить, изменить, отменить, переписать. Говорит, вот на все готов, лишь бы вот была возможность это прошлое изменить. Ну да, он что-то сделал, где-то он виноват перед вами. Теперь он пытается все это отменить. Знаете, что я вижу? Я вижу, что он будет пытаться подкупить вас какими-то подарками. Знаете, вот там, бисер в глаза, да? Подарки, поездки, щедрость. Вот этим будет вас подкупать, либо компенсировать то, что он сделал, да? Негативное. Девочки, как только мужчина без повода начнет вам дарить то, чего раньше никогда не дарил, это прям для вас звоночек, нужно напрячься и нужно покопать, да, вот что он такого сделал, чем он перед вами виноват. Если мужчина, у кого-то еще может так отыграться, что он там на несколько дней выпадет из жизни, куда-то пропадет, там уедет, это ему очень стыдно смотреть вам в глаза. И он прям понимает, что вы все в глазах его прочтете и все поймете. Да. Может, даже как-то семейные деньги, либо деньги, которые вы там на свадьбу копили, откладывали, может, это потратил. Да, не обязательно там измены. Тут могут быть и деньги. Давайте посмотрим. Вы его простите, да? Когда правду узнаете. То, что вы узнаете, я даже не сомневаюсь. Мне уже кажется, что вы узнали. Вы его простите. Вы женщина с твердым характером. Очень тяжело ему будет добиться вашего прощения. Мне вот идет, что вы скажете «пошел», да? На какое-то время его от себя прогоните. Долго будете об этом думать. Тут даже какая-то борьба сама с собой, да, потому что все-таки вы его любите, он в вашем сердце. И были и хорошие моменты между вами. Тяжело, ему будет тяжело добиться вашего прощения. И тут прям очень нужно будет постараться. Очень постараться, чтобы вы его простили. У кого-то отыграется, что вы прям такая принципиально нет, да, я такое не прощу. Имеете право. Имеете право, вы женщина шикарная, девушка на миллион, вы имеете право. Что вы должны еще знать? Вы должны знать, что мужчина действительно получил очень серьезный урок в своей жизни. И этот урок очень сильно на него повлияет. Он станет более удобным, он станет более послушным, если вы его простите, и станет более благоразумным. Знаете, как обжегся на молоке, теперь и на воду будет дуть. Вот так мне идет. То есть, в принципе, если вы его простите, вы ни о чем не пожалеете. Наоборот, вы будете прям отмечать, что если бы не та ситуация, неизвестно, что бы было. Да? Вот. Если вы его не простите, то он будет самым несчастным человеком в мире. Прям самым несчастным, таким горемыкой будет ходить, там, скитаться. Я вообще не вижу, чтобы он там смог создать какие-то отношения. Потому что вас никто не может заменить. Вы одна, единственная, уникальная, неповторимая. Другие женщины вам и в подметке не годятся. И вы его буквально обречете на одиночество. Даже если и будет с кем-то пытаться сойтись, не получится. Потому что та другая женщина — это не вы. Вот. А у вас, я вижу, все хорошо будет. Вообще я вижу, что у вас действительно какие-то очень положительные изменения в жизни. Они наступят буквально совсем скоро, да, до конца месяца, либо в следующем месяце. Вы вот с головой во что-то уйдете. Кто-то в работу, кто-то в бизнес, кто-то в увлечения, там, хобби, в какие-то новые интересы. У вас жизнь меняется, как будто бы расцветает.
Вот. А у него там непонятно, что будет. Либо на вилах, да, либо с вилами. Но если с вилами, то это ваш страж, защитник, все для вас будет делать. А если на вилах, то жертва. Жертва своей же ошибки. Но время покажет, время все расставит по своим местам. Чего боится? Вас боится потерять. За себя не боится, за жизнь не боится. Боится именно потерять вас. Сердцем чувствует, что если вы уйдете, то и не только удача уйдет, но и счастье из его жизни уйдет. Ни с кем другим счастливым он не будет. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.